сезон летних веранд точка общепита от кризиса не спасает. Например, вот этот известный грузинский ресторан, который на рынке очень давно, даже при наличии террасы, тоже продается. По сравнению с его огромной площадью, более 500 квадратных метров, цена очень низкая – 12 миллионов рублей. Вот оно, то самое объявление. По нему можно догадаться, что собственность находится в активах крупного банка. Через пару минут после нашего появления из дверей выходит управляющий. Продажу он отрицает, как и то, что собственник банкрот. Не продается ресторан. Наверное, я бы знал бы, если он продавался. Придя сюда за 12 миллионов, он может только получить окна и с двери. Все, а что вы? Это же первая линия, понимаете? Казань пестрит выбором. Предложения на рынке объявлений готового бизнеса варьируются от 5000 до 80 миллионов рублей. Небольшие бары в центре Казани в цене до 8 миллионов. Салоны красоты, которые представляют собой офис, стул, стол и 2 мойки, до 3 миллионов. Тоже кресло в парикмахерской, которое предприниматели уверенно называют «готовый бизнес», можно приобрести всего за 5000 рублей. По сути, это просто аренда места. Впрочем, аренду необходимо учитывать и во многих других случаях. К покупке зачастую прилагается не здание, а то, что внутри него. Однако многие объявления об этом молчат, как и о причинах срочной продажи. Из 13 человек, которых мы обзвонили, только 2 открыто признались, что дело в коронакризисе. Вот, например, очень много всяких есть вот такие, типа, под ключ там. Продавали так кальяны, блины. Это Дарья Пенегина, редактор службы новостей газеты «Реальное время». Вместе с аналитиками издания она заметила еще одну особенность. Многие продавцы ссылаются на самые разные мотивы. Решил заняться чем-то другим, переезжая. Тактика ясна. Кто же станет открыто признаваться в собственном бессилии? Понятно, что тут есть немножко такая доля лукавства в какой-то степени, потому что все эти бизнесы, которые не продаются, вот эти продавцы, которые отказываются говорить, это те бизнесы, которые как раз наиболее пострадали в период коронавируса. Компания закрылась как раз-таки немного. Мы связываем это с тем, что Федеральная налоговая служба сейчас ввела ограничения по поводу приема посетителей, по поводу приема заявок на банкротство. То есть они просто не могут прийти? Они не могут, да, то есть физически получается, как мне кажется, что как двери будут открыты в налоговой, мы эту циферку увидим сразу. Шокирующим на этом фоне выглядит судьба Казанской ривьеры, которая ушла к Акбарсбанку. Теперь они собственники аквапарка и отеля. Однако, как оказалось, это никак не связано с нерентабельностью самого комплекса. Ривьера как приносила прибыль, так и будет приносить. Переход вызван желанием банка самому распоряжаться активами, поэтому управляющая компания теперь покинула объект. Это ни в коем случае не связано с неэффективной работой отелей и аквапарка. В принципе, это нормальная ситуация для рынка, и на каком-то этапе объекты могут переходить к банкам, и, в общем-то, для ривьеры это не первый раз. Какие еще предложения? Продаются целые торговые сети, а также крупные торговые центры. Объявления висят больше года, снимаются, вывешиваются и снова обновляются. Цена при этом понижается, но ажиотажа среди покупателей не наблюдается. Интерес к покупке бизнеса под ключ, по данным Авито, упал на 48%. Что самое невостребованное? Туристический бизнес. Вот уж та сфера, где нет ни спроса, ни предложения. И вот почему. Что сдерживает нас? Не их, а вот в данном случае всех нас, ответственность перед клиентами, потому что как только турагентство закрывается, существует некая структура, клиент, турагентство, туроператор, отель, санаторий там или что-то еще. Агентство вычеркиванием из этой цепочки, и, соответственно, в этот момент все туристы, которые приобрели, но не смогли съездить туда, где они планировали отдохнуть, у них разрывается цепочка, связи нет, деньги для них исчезли. Что сегодня с туризмом? Его представители не скрывают. Все очень плохо. Несмотря на сезон, несмотря на открытые границы внутри России, несмотря на санатории, которые работают. Загрузка мест отдыха в этом году не дотягивает даже до четверти. Теплоходный туризм, вот тут как раз позитив. То есть эксперты мои, дорогие друзья, сказали, что мы пошли. То есть первый теплоходик, который у нас отправился, это был Панферов. И сеть суда, которые сейчас в июле должны пойти по определенному расписанию, они начинают выходить.
Стоит ли сейчас становиться предпринимателем, вкладываться и прицеливаться на то, что, возможно, никогда не восстановится? Эксперты считают, ликвидные места, такие как центр города, останутся востребованными. Можно ли этому верить? Центр Москвы, улица Никольская, Покровка, Садовое кольцо. Закрытые двери, снесенные вывески, объявления об аренде и предательский белый ангел. Зловещее напоминание, что так близко оно, то самое падение. Диляра Юсупова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.